С каждым днем начинать работу по утрам становится все тяжелее. Чем дальше бригада строителей уходит на север, тем дольше отогревают бульдозеры. Противостоять 40-градусным морозам приходится по старинке – паяльными лампами, кострами и теплой одеждой. Двое штанов. Одна утепленная, а другая это как теплые, тоже трико. За рабочую смену удается размотать не больше одной катушки оптоволоконного кабеля. Это примерно 8 километров. Укладывают аккуратно. Застывший провод легко повредить о мерзлую землю. Земля мерзлая, там дорога плохая, там лес валить надо. Ну, сложновато, конечно. Так бы день больше проходили. Эта стройка продолжается уже больше года. Как только магистраль подходит к новому поселку, абонентов подключают к интернету. Уже закончен участок Якутск-Хандыга. Сейчас наступил самый тяжелый и протяженный этап – Хандыга-Усняра-Магадан. Места безлюдные. На 1500 километров всего десяток населенных пунктов. Сейчас кабель укладывают между двумя поселками – Хандыга и Теплый Ключ. Работают сразу две бригады. Они идут друг другу навстречу. Строители обещают к Новому году провести широкополосный интернет в одной из самых суровых мест на планете. Омикон признан российским полюсом холода. Центр района – поселок Уснера. 6000 жителей знают о качественной связи только благодаря поездкам в отпуск или рассказам иногородних друзей. Я вот сейчас сижу, у меня просто друг, он сейчас в Омске, он прилетает 15-го. Я вот сижу, торренты только скачиваю. Я сейчас ему торренты по ящику отправлю, он мне привезет то, что мне надо. Он нас так качает. Абоненты Уснеры получают интернет от единственного провайдера связи. Доступ к глобальной сети монополист имеет через спутниковую систему. Канал ограничен и на всех не хватает. У них спутниковый канал, и последняя миля распространяется по технологии ADSL. То есть ограничивается 8 мегабитами в секунду, плюс качество линий еще советские линии. Но самый главный недостаток космической связи – ее цена. 1 мегабайт обходится жителям в 2 рубля. Пятиклассник Никита Крыловецкий лишился поездки в Артек из-за нескольких скачанных роликов на мобильник. Ты их скачал? Нет, у друзей. А они скачали с интернета. Я не виноват за них. Они увлекаются Майнкрафт, вот точно, ролики Майнкрафта он просматривал. Вот, и в итоге за 2 недели стоимость обошлась 80 тысяч. Вынуждены оплачивать это, потому что у нас как бы здесь нет выбора провайдера, там вот у нас единственный он всего. В похожей ситуации жители еще сотни населенных пунктов Якутии. И это несмотря на то, что сегодня регион абсолютный чемпион по километрам оптоволокна. Линии строят в центре, тянут на запад и восток. Но всю территорию площадью более 3 миллионов квадратных километров не опутать никогда. Мы ожидаем сегодня, что федеральная космическая программа принесет нам огромные шаги вперед в устранении цифрового неравенства. Это обеспечение Якутии новыми спутниковыми диапазонами. Это, во-первых, К-диапазон, который позволяет уже организовать через спутник практически такие же каналы как по скоростям, так и по стоимости, как наземные. Но все же, куда есть возможность, стараются дойти по земле, в том числе на Колыму. Для этого правительство Якутии и Магаданской области объединили усилия и привлекли частного инвестора. Строители интернет-магистрали пошли по тому же маршруту, что и специалисты управления лагерей Дальстроя. Оптоволокно проходит буквально в нескольких метрах от того места, с которого заключенные ГУЛАГа в 1937 году начали строительство Колымского тракта. Благодаря возведенной ими автомобильной дороге кабельщикам оперативно подвозят материалы и продукты питания. Впереди серьезный барьер – хребет Черского, который считается последним географическим открытием на Земле. Каждые 15 километров остатки лагерей, в которых содержались узники. Умирало в день вот зимой по 40-50 человек. Куда их? Их улаживали в основании дороги и закатывали. Хранительница экспозиции, посвященной ГУЛАГу, Светлана Закусила, по крупицам восстанавливает события прошлого столетия. В Омиконском районе было более 30 исправительных учреждений. Мечтает создать собственный интернет-ресурс с трехмерным гидом по музею. Надеется, что оцифрованные оригиналы документов помогут найти родственников погибших. Но это все надо вот до такой степени быстро, а не так, как
дедовским способом заклеил в конверт, отправил или еще что-то. Интернет это очень важно. Чтобы подключиться к магистральному интернету, будущие абоненты встают в очередь задолго до прихода оптоволокна. А после запуска системы в работу потребление трафика возрастает в разы. Например, в Хандыге за неделю провайдер раздал почти 5 терабайт. Еще недавно на скачивание такого же объема информации всем поселкам ушло бы несколько месяцев. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.